Ликвидация микрофинансовых организаций – это важный шаг к социальной справедливости. С таким заявлением выступила партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Обсудим подробно прямо сейчас. Сегодня с нами Светлана Никитина, член Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Светлана Олеговна, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Что не так с МФО? Почему «Справедливая Россия. Патриоты за правду» предлагает их ликвидировать? И каким образом это можно сделать? Мы будем вносить законопроект на рассмотрение в Госдуму, ликвидировать принятием решения общего голосованием. Что не так? Дело в том, что МФО – это уже, во-первых, пережиток прошлого. Да? Раньше, когда их вводили, это было в 2010 году, ссылались на то, что очень много регионов, каких-то отдаленных городов, где люди не могут получить кредит. Да, сейчас эта проблема, она решена, то есть офисов банков предостаточно, плюс очень развито онлайн-кредитование. Соответственно, здесь уже такая аргументация, она не действует. Плюс ко всему, если мы посмотрим, кто является клиентами микрофинансовых организаций, это люди, у которых уже есть большое количество кредитов, закредитованность, людей, которые обращаются в микрофинансовые организации, достигает даже 80% дохода ежемесячного. Это ужасно. То есть люди таким образом погружаются в кабалу. Да? Либо люди, которые уже имеют просрочки в банках. Соответственно, это говорит о том, что они не умеют планировать. Да? Люди, конечно, всегда пытаемся думать и рассчитывать на то, что будет лучше, да? И надеемся на лучшее. Но, к сожалению, такие ситуации, они часто случаются. И для того, чтобы прокормить семью, может быть, купить лекарства, что-то, какие-то первичные необходимости, люди вынуждены брать займы. Какая альтернатива может быть МФО? Альтернатива МФО, во-первых, общее поднятие уровня жизни страны. Я опять повторюсь, как в прошлый раз говорила про нашу инициативу, это справедливый базовый доход 10 тысяч рублей ежемесячно для семей с детьми, то есть на каждого человека, и для льготников, для слоев населения незащищенных, в том числе, допустим, для пенсионеров. То есть тут нужно делать все это в совокупности. И повышение финансовой грамотности тоже не последнее место занимает. Конечно, конечно. Если говорить о процентах МФО, допустим, изначально это было 2,5% в день. Это грабительские условия. Сейчас это составляет 1%, но тем не менее годовых 365. Это закабаление, еще раз говорю, закабаление. У нас доходы реальные у населения не растут. Наши экономисты посчитали, доходы минимальный прожиточный минимум должен составлять более 30 тысяч рублей. Сейчас он стоит на отметке 14 тысяч. Но мы с вами видим то, что этот минимум поднимается, да, очень чуть-чуть индексируется, но при этом инфляция, цены в магазинах растут, и наши граждане вынуждены обращаться и вынуждены влезть в эту финансовую кабалу. А в дальнейшем, к сожалению, происходит очень страшная история. Разбиваются семьи, люди теряют работу, теряют здоровье. То есть это очень серьезная и большая проблема. И на данный момент эта проблема достигла очень больших масштабов. То есть ее нужно решать. Понятие социальной справедливости, оно очень обширное. Что еще вы и ваши коллеги по партии вкладывают в это значение, в это понятие? Касаемо социальной справедливости, да, у нас есть ряд инициатив. Что-то мы уже вносим, что-то идет на рассмотрение. В том числе, допустим, повышение пенсии нашим пенсионерам. Мы предлагаем выплачивать 40% от тех денежных средств, которые они получали, то есть от зарплаты. Также, допустим, мы уже тоже озвучивалось, то, что мы не признаем пенсионный возраст, который сейчас есть. Мы просим его вернуть обратно. То есть мужчины 60, женщины 55. И, по сути дела, сейчас... также сейчас у нас тоже есть такая инициатива, как выделение квотированных мест работы. То есть предлагается предприятиям выделять квоты для молодых людей до 25 лет. И для людей, еще там есть инвалидов, льготников, да, но и также для людей предпенсионного возраста. То есть зачастую при повышении даже сейчас пенсионного возраста, которое произошло, люди предпенсионного возраста, их, по сути дела, сделали безработными. То есть устроиться на работу человеку, которому скоро уже на пенсию, намного сложнее. И то есть если проработать законопроект, его принять, и, допустим, государство дает квоты предприятиям в виде пониженных каких-то налогов, еще что-то, но при этом устанавливает им квоту на то, чтобы они взяли, допустим, там такое-то количество
людей предпенсионного возраста, да, и такое-то количество студентов. Ну, не студентов, а людей, которые окончили вуз. То есть, по сути дела, это тоже очень правильно, потому что сейчас зачастую молодые люди, которые оканчивают учебные заведения, средние, высшие, да, они как бы не все обеспечены работой. То есть это тоже очень большая проблема. Молодежь должна понимать, что ждет их дальше, чтобы она была уверенной. Соответственно, вот тоже такая инициатива у нас есть. Светлана Олеговна, хочется обсудить работу Госдумы, да, в части вот, предложений инициатив партии, но прежде всего хочется начать с заявления, которое звучало у «Справедливой России. Патриоты за правду» о признании республик ЛНР и ДНР. Какова позиция сегодня? Мы уже знакомы, да, с последними событиями. Как вы оцениваете то, что произошло, и что вы можете еще интересно рассказать про работу в Госдуме? А касаемо признания Донецкой и Луганской республик, на самом деле для нашей партии это большое событие. И оно совпало с годовщиной образования нашей партии. И я больше скажу, признание республик Донецкой и Луганской республик, это даже было пунктом нашей программы. Как сегодня оцениваете эти события? Я оцениваю это замечательно. Это, не знаю, ощущения такие же, как в 2014 году при признании Крыма, то, что когда Крым ушел к нам. Эти люди голосовали в 2014 году, то есть был проведен референдум, и они хотели войти в состав России. Но тогда, я думаю, что не было какой-то возможности, каких-то ресурсов. И то, что сейчас это произошло, это хорошее событие. Вы поймите, то, что люди 8 лет жили в войне. Но мы не говорим о вхождении в состав России, мы говорим о том, что о признании, да, совершенно верно, независимости этих республик. Совершенно верно, о признании независимости. На данный момент это случилось, это замечательно. И касаемо, кстати, этого события, да, событие замечательное, но при этом надо понимать то, что поток сейчас беженцев, который идет оттуда, мы должны их принять, то есть мы должны им помочь, все, кто чем может. На базе нашего регионального отделения открыт штаб помощи беженцам. Звонки уже есть? Да, звонки уже поступают. Сейчас мы формируем, думаем, что будет по первой необходимости. То есть, будем работать в этом направлении, тем более волонтерская помощь, она у нас всегда была. Угу. Инициативы другие, которые рассматриваются в Госдуме, какие еще можем озвучить? Основные я вам назвала, допустим, касаемо, заявления Сергея Михайловича Миронова было по поводу замораживания тарифов во время пандемии. Да, почему нет? То есть у народа падают доходы, реальные доходы, они падают, но при этом коммуналка, она растет, и растет, и растет. И тут я хочу отметить то, что принято решение на базе, опять же, региональных отделений организовывать штабы Захара Прилепина, да, это сопредседатель нашей партии, и также Центр по защите прав граждан, то, что это инициатива «Справедливой России». То есть будем в эту сторону работать, будем работать с общественниками, будем находить, искать, выносить на федеральный уровень какие-то нарушения. В нашей республике эта ситуация, она тоже далеко не благополучная, я думаю, тоже для никого не секрет. То есть планируем начать активную работу с общественниками, с общественными организациями, которые занимаются этими вопросами. Что еще находится в центре внимания по локальной повестке? То есть по ситуации в Башкортостане? Я, наверное, вам назвала основных два пункта. Да. Гуманитарная помощь. Да. Вы сказали, что сейчас делаете акцент на этом. Давайте озвучим для наших телезрителей контакты, да, как они могут обратиться к вам, если они изъявят желание стать волонтерами, добровольцами, либо оказать гуманитарную помощь. Что для этого нужно сделать? Какую гуманитарную помощь принимаете? Касаемо контактов, наш офис находится по адресу город Уфа, улица Гоголя, дом 36. Также у нас есть сайт наш «Справедливая Россия», за правду Башкортостан. Мы представлены во всех соцсетях, то есть и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. То есть можно писать туда, можно прийти в офис, как удобно. На сайте есть все наши данные контактные. Касаемо помощи, которую гуманитарную, надо понимать то, что будет много женщин и детей. То есть то, что в первую очередь, наверное, им необходимо.
И есть такая идея, она пока еще такая сыроватая, мы еще ее так не обрекли, но, может быть, какие-то игрушки, потому что всем необходимым, я думаю, будут беженцы обеспечены, но детям нужно развлечение, детям нужно что-то, чем-то заниматься. То есть, скорее всего, мы в ближайшее время объявим то, что будет акция «Игрушки для детей Донбасса». Ну и самое главное, если они почувствуют тепло от жителей Башкортостана, им адаптироваться будет намного легче. Конечно, конечно. А у жителей Башкортостана все-таки большое сердце, мы это знаем, потому что добровольцев очень много всегда, и люди откликаются действительно для того, чтобы помочь. Чужое это горе, это наши родные люди, по сути дела. Мы должны им помогать. Ну и мы будем здесь участвовать. Спасибо большое, Светлана Олеговна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Светлана Никитина, член Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.